к этому же электроду прикрепляется батарея-генератор. И эта батарея-генератор будет вместе с электродом находиться под кожей. Вот он, тот самый электрод, который имплантируется пациенту. На вид ниточка, диаметр всего 1 мм. Его установят сакральный нерв мочевого пузыря. Слабый электрический ток будет влиять на поведение органов малого таза. Этот инновационный метод решает проблему недержания мочи. Уникальную операцию в медсанчасти Татнефти проводят специалисты из Москвы. Прежде всего, это малоинвазивное оперативное вмешательство, не имеющее каких-либо значимых осложнений, который используется у пациентов, прошедших различные курсы медикаментозного, физиотерапевтическое лечение, эффективность лечения которых оказалась низкая. На операционном столе именно такой пациент. 15 лет назад у него начались проблемы с мочеиспусканием. В республике порядка 12 тысяч татарстанцев страдают от симптомов гиперактивного мочевого пузыря, утверждают врачи. От этого больше всего страдают пожилые, но встречается и у молодых. Нашему пациенту 40. Эта операция – единственный способ решить его проблему. Он проводил только обследование, никто не мог установить причину. Потом мы обследовали, что могли сделать здесь у нас, и отправили как раз на кафедру Кривобородову Григорию Георгиевичу. И после этого он переведен на интермитирующую катетеризацию мочевого пузыря и вот ждал появления этого способа, этого метода. Подобные вмешательства активно проводят за рубежом. В России инновационный метод только набирает обороты. Импланты из материалов, которые не вызывают осложнений. Батарея рассчитана на 7 лет. Если у пациента восстанавливается самостоятельное мочеиспускание, исчезает ургентное недержание мочи, то тогда мы просто батарею, которая имеет размеры, я не знаю, там флешки, примерно там 2 на 3 сантиметра, подсоединяем же к этому электроду и располагаем под кожей в ягодичной области. Ничего не видно, не мешает. Вести активный образ жизни, заниматься спортом, современный имплант никак не влияет на своего хозяина. Единственный минус – его стоимость. Юлия Ахмедуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.